Сегодня в городе заканчиваются гастроли известного и титулованного театрального коллектива авторского мистического театра «У моста», который был создан в Перми 26 лет назад. Основу репертуара составляют произведения русской и зарубежной классики, а также сочинения современных авторов, где атмосфера загадок, тайн и сверхъестественного вкупе с традициями русского психологического театра составили ни на кого не похожее сценическое существование. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Обладатель премии «Золотая маска» и лауреат многочисленных театральных фестивалей манит в зрительный зал тех, кто готов смотреть тот или иной спектакль «У моста» бесконечное число раз. По крайней мере, в Перми, где работает коллектив, своих постоянных зрителей знают в лицо. В Казани же это уже вторые гастроли в этом году известной театральной труппы, что само по себе нонсенс. Впрочем, к ажиотажу дома или на выезде, будь то в данном случае малая сцена Камаловского театра, здесь привыкли. С первого спектакля возникла взаимная любовь. Уже на второй, на третий спектакль приходили люди, которые нас горячо любили, которые очень интересовались таким театром, очень внимательно слушали. И вообще все спектакли проходили с таким неимоверным вниманием. Казанский зритель очень внимательный, очень тонкий. А дворянин, сенатор, губернатор, разносилась тут со своими дворянами. Игра лицом к лицу, полет особой атмосферы и гиперболизированные, гипертрофированные лица исполнителей. Все подчинено и авторскому замыслу, и режиссерскому воплощению. У нас все в театре очень интересные, очень фактурные, очень странные, очень оригинальные. И такие люди притягиваются к театру «У моста». О Мартине Макдонахе, ирландском драматурге, чьи пьесы идут в Пермском театре, можно говорить много. Особый реверанс был сделан и в адрес знатока европейской литературы и Макдонаха, в частности, преподавателя КФУ Веры Шаминой, которая была пионером в области знакомства Мартина Макдонаха с широкой российской публикой. Тяга к неизведанному, инфернальному и мистическому всегда привлекала творцов в разных странах, будь то немецкий киноэкспрессионизм, овеянный ужасами Первой мировой войны, или экранизация русской классики, построенной на метафорах или иносказаниях. Эти гастроли удовлетворили голод казанцев, для которых открылись ворота информационного пространства и появилась возможность сравнительного анализа. Каждому свое. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».